У трапа самолета прибывших детей встретили социальные работники. Первой с ребенком на руках спустилась заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтунбекова. Маленькие кыргызстанцы долгое время проживали в Ираке в крайне опасной для жизни и здоровья ситуации. Поэтому гуманитарная миссия получила название «Мэйрим», что и означает «милосердие». Нам удалось возвратить 79 детей. К этому мероприятию правительство Кыргызстана готовилось уже давно. Велась очень большая работа с международными организациями, с правительством Ирака. Это первая гуманитарная миссия. Состоялась благодаря политической воле нового руководства Кыргызстана. Значительную помощь в возвращении детей на родину оказал детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Как отметила заместитель председателя фонда в Кыргызстане Юлия Олейник, эта миссия свидетельствует о том, что наша страна привержена нормам Конвенции о правах ребенка. ЮНИСЕФ продолжит поддерживать правительство в оказании детям необходимой социальной, психологической, образовательной поддержки, чтобы вернуть им детство. По официальной информации, матери детей остались в Ираке. В Кыргызстане их ждут родственники, готовые принять ребят в свои семьи на воспитание. По словам Ализы Солтунбековой, правительство страны окажет вернувшимся детям всестороннюю помощь, чтобы они как можно быстрее реабилитировались к нормальной жизни. На сегодня первым этапом мы проверим здоровье детей, физическое состояние детей, как могут дети дальше продолжать получать образование, досуг детей, саморазвитие детей. Будем всесторонне работать с семьями, в которые вернутся дети. Отметим, что подобные гуманитарные миссии прошли в двух наших соседних странах – Казахстане и Узбекистане, а также в России. В общем, они вернули на родину из Ирака 700 своих маленьких граждан. Со своей стороны правительство Кыргызстана выражает благодарность правительству Ирака за оказание содействия в процессе организации репатриации. Мадина Низамова, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.